На все воля Всевышнего и благословение Аксенова. И все движется в нужном направлении. В Крыму выбирают главного муфтия на выборах без выбора. Думаю, это будет единственный кандидат, который самый авторитетный муфтий мусульман Крыма. Оккупационная власть Крыма подменяет запрещенный меджлис крымско-татарского народа. Создание фейковых структур. И без национальных отличий в Крыму все братья-мусульмане. Теперь все понятно, к чему ведут они. Танком проедут. 27 октября, Симферополь. В Крымско-татарском академическом театре аншлаг. Имамы, политики, журналисты и делегаты играют самих себя. Я Гафаров Кемал, районный имам Первомайского района. Я Энвер Сель, приехал из Турции. Основная масса – это наши крымчане. Это 6-й Курултай мусульман Крыма. Его проводит оккупационная власть. Тут избирают главного муфтия аннексированного полуострова. В зале эмоциональные выступления. Кажется, будто участники мероприятия горячо дискутируют, кто же теперь должен стать лидером крымских мусульман. Но кандидатура одна – действующий муфтий Эмирали Аблаев. Он поддерживает российскую оккупацию. Последние 4 года жизни в России и мирного добрососедства мусульман и не мусульман показали, что люди очень ждали этого. А в ответ оккупационная власть и присутствующие поддерживают Аблаева. Нормально работает, он должен продолжить свою работу и дальше, укрепляя единство крымчан и уммы крымской. Он на правильном пути. И мы его тоже на этом пути, его спутники, поддерживаем. На мероприятие торопится подконтрольной Москве глава Крыма Сергей Аксенов. Было бы удивительно, если бы он не приехал. Из Киева за событием наблюдает Ахтем Чийгоз, один из лидеров запрещенного Кремлем меджлиса крымско-татарского народа. Рассматривает людей, которые сидят в зале, но узнает единицы. Вот, например, с Бахчисарая ни одного практически из действующих председателей общин нету. Нет среди них очень уважаемых стариков, молодых. О чем это говорит? Эти структуры, назначенные структуры, они крайне обособлены от народа, от его чаяния, от его истинного положения. Ахтем обращает внимание на некоторых участников. Это представитель крымско-татарской общины поселка Орловка. Сейчас он поддерживает российскую аннексию. Раньше выступал за Крым в составе Украины, а во времена СССР призывал крымских татар переселяться в Узбекистан. Ходили, уговаривали людей переезжать. Абсолютно беспринципные, бесхребетные люди. И хотя на мероприятии в Симферополе играет крымско-татарский гимн, про крымских татар, как народ, почти не говорят. Уважаемые участники Курултая мусульман Крыма, на мой взгляд, все идет правильно. На самом деле все движется в нужном направлении. Про аресты крымских татар, штрафы и принудительные общественные работы вообще ни слова. Однако из фразы депутата Госдумы Руслана Бальбека становится ясно, российскую аннексию поддерживают далеко не все крымчане. Я вспоминаю в 2014 году, когда пришел к нашему муфтию и сказал о том, что есть противоречивая информация, и крымско-татарский народ находится на перекрестке разных информационных атак, где пытаются растянуть крымско-татарскую общину, мусульман Крыма в разные стороны. Если всем крымским татарам там хорошо, а что прессуют тогда? А почему? Почему на выборы-то никто не ходит? Поэтому нас сажают, поэтому нас похищают, поэтому нас прессуют. Народ это простит? Не простит. Ахтем Чийгоз убежден, Кремль заменяет запрещенный меджлис религиозными организациями и постепенно выдавливает с полуострова термин «крымские татары», взамен вводя абстрактное понятие «крымские мусульмане». Мы все-таки светская нация. Это попытка вот так размазать именно национальный фактор. Пытались нашему народу навязать, это вот там все братья, все мусульмане, немножко отодвигая национальный фактор. Но это не прижилось. Ахтем Чийгоз говорит,
Москва прилагает много усилий, чтобы доказать крымчанам, что Украина, как государство, и Меджлис, как национальный орган крымских татар, неуспешны. Однако пока что безуспешными выглядят усилия Кремля, так как лидеры крымско-татарских общин, организованный оккупантами Курултай, проигнорировали. Руслан Тарасов, Виталий Панасюк. Радио Свобода.